Слово предоставляется председателю правительства Андрею Владимировичу Тарасенко. Пожалуйста. Уважаемый Алексей Ильич, уважаемые народные депутаты, хочу вас всех поблагодарить за участие, за работу в корректировке бюджета. В действительности мы с вами проездили в отчете, когда мы отчет правительства делали, многие из вас присутствовали, мы все районы, все поселения, все охватили. И фактически в корректуре сегодня бюджета вот эта направленность, она соблюдили мы ее, посмотрели в этой части и фактически откорректировали по возможности, что могли, для того, чтобы в действительности удовлетворить те потребности, которые сегодня ставили задачи у нас жители республики. И хочется, вот знаете, спасибо сказать вам в той части, что бюджет, который мы, корректуру сейчас сделали, в действительности мы все вместе с вами его прошли и смотрели, потому что сегодня в тех условиях, которые доходная часть у нас появляется, он очень тяжелый и трудный. И мы предусмотрели многие вопросы и в логистике, для того, чтобы улучшить логистику у нас в республике. Ну, вот хочу сказать даже то, что вот у нас, к примеру, 29 уже апреля будет первый автобус межрейсовый, межулусный. Это вот Чорапча запускается. И так по каждому шагу мы будем делать закупки автобусов, сделали, детей Азии не забыли. Соответственно, все вот эти расходы, которые сегодня позволяют как-то улучшить и республику в действительности продвигать вперед в своем развитии. Хочу сказать, что вот даже сегодня глава тоже поставил задачу и по сельскому хозяйству рассматривать вопрос по субсидированию, по выращиванию бычков. То же самое сейчас мы считаем и смотрим, как дальше это все поддержать, найти те средства, чтобы в действительности дать возможность создавать такие соответствующие запасы и мяса, и развивать нашу промышленность в этой области. Также вот по логистике мы предусмотрели и строительство дебаркадеров, и завод нового судна сегодня, Ломоносов, круизное судно, заходит в навигацию уже. И, соответственно, вот все вот эти фрагменты, которые сегодня мы вместе с вами отрабатываем, они опять вот в этой корректуре есть. Ну и инвестпрограмма, вы видите, у нас она действительно на 4 миллиарда, то есть мы ее выдержали, все обещания, которые давали, фактически мы эти средства все нашли и заложили, чтобы то же самое у нас продолжалось, все стройки, развитие продолжалось, и чтобы мы могли в действительности развивать нашу республику. Теперь по промышленности. Да, сегодня промышленность – это у нас доходная часть, которая и шаги по ней мы тоже огромные делаем. Сегодня мы нашли инвесторов, с которыми уже ведем переговоры, и думаю, вот уже на Восточном форуме будут большие такие соглашения подписаны. Это газохимия, это по строительству бутандиола и так далее. Вот сейчас большой десант приехал с Китая. Договоренности вообще отличные получили. И, соответственно, начнутся у нас большие такие вот шаги в части инвестирования, строительства такой промышленного большого комплекса. Соответственно, вы знаете, атомная станция, которая под 250 миллиардов где-то инвестпроект будет огромный. Сегодня также строительство у нас для железной дороги газогенерации под 200 миллиардов будет в районе Ленска делаться. То есть у нас новый оператор сюда заходит, Интеррау с энергетикой. И возможность уже, получается, с Русгидро будет по получению и закупке электроэнергии, возможности у нас расширяются и появляется альтернатива. Ну и, соответственно, здесь одна из таких, тоже рассматривается у нас вопрос по промышленности, это и металл, и минеральные удобрения, апатиты,
То есть сегодня потребность огромная, и в расширении всего вот этой промышленности у нас работа огромная ведется. Потому что, еще раз напоминаю, это доходная часть, которую мы сегодня должны как-то увеличивать и так далее. По городу я хочу сказать, я разберусь, конечно, что там сегодня с рабочими группами там создано, не создано. Но вот я сам лично участвовал в совещаниях и проводил с городом рабочие группы, где мы делали план, и фактически мы этому плану сегодня идем. У нас идет развитие города строго, как мы договорились по тому плану, который мы подписали и работаем. Поэтому удивляюсь, что вот есть какие-то вопросы в той части, что создана рабочая группа или не создана. Все мы выполняем, делаем, и пока я такого не наблюдал. Да, не наблюдал, что рабочая группа не работает или кто-то не работает. Посмотрю в части, как закрепили бумажные там части, кто там председатель этой рабочей группы и как он часто собирается. Ну, проверим, посмотрим. Замечания все эти тоже учтем. Ну и те замечания, которые вы говорили, тоже огромное спасибо. Мы все над всеми будем работать. И, конечно, немножко удивлен по партии КПСС, коммунистов. Не могу понять, почему работали вместе, все вопросы ставили. И отказываетесь от того, что сегодня наработали эту корректуру. Она для блага республики, для людей. И вы здесь отказываетесь голосовать. То есть, получается, говорим так, что это бюджет можно... Вам не интересен эта корректура? Или не интересны эти дальнейшие шаги, которые делаем все вместе мы? Поэтому удивлен, когда вы так заявляете, что мы голосовать не будем. Надо всегда работать и находить... Да я не критикую, я просто говорю, что работа, она всегда должна для всех она должна быть одинаковая. Поэтому спасибо еще раз за работу и спасибо, что за участие вместе в корректуре.